Необычный способ пополнить казну придумали наши соседи. Парламент Кыргызстана одобрил штрафы за незнание государственного языка. По новому документу требование знать и использовать кыргызский язык в повседневной работе будет предъявляться не только президенту и министрам, но и всем госслужащим и бизнесменам. Жесткие правила также коснутся обычных граждан страны. Штраф для них за незнание государственного языка составит до 2000 сомов, это примерно 6000 казахстанских тенге. А вот предпринимателям и высокопоставленным чиновникам за пробелы в знаниях придется заплатить в пересчете на нашу валюту до 130 000 тенге. При повторном нарушении закона сумма штрафа увеличивается в несколько раз. Сотни тысяч беженцев эвакуированных из своих родных городов из России нашли кровь и пищу в домах казахстанцев. Простые кыргызские семьи делились с этими беженцами последним куском хлеба и одеждой. Многие из беженцев остались потом навсегда в нашей стране, стали кыргызстанцами, а дети-сироты нашли здесь своих новых родителей. Я хотел бы именно сегодня напомнить об этом гражданам братской России, где, к сожалению, сегодня поднимают голову современные фашисты, скинхеды. После развала Советского Союза, непродуманных действий в экономике, сотни тысяч наших граждан вынуждены работать в России. Они не просят, чтобы их даром кормили, давали бесплатно кусок хлеба или крышу над головой. Они вынуждены там зарабатывать для себя, для своих семей, и при этом они вносят свой вклад в экономику России. И они вправе ожидать со стороны россиян более уважительного отношения к себе. Хоть немного похожее на то, которое проявляли беженцы из России в годы войны. Молодым поколением, новым поколением нужны знания о той войне. Тогда бы, наверное, не было бы вот таких бритоголовых скинхедов и остальных подонков, которые позорят память наших отцов, наших дедов. Ну, кого избивать? Киргизов? Вы сами решили это сделать? Или вас кто-то направил? Нападение На кого? на граждан азиатской внешности. Побил неславянских, людей с неславянской внешностью в вагоне метро с группой. За нацию. Для меня не все на одно лицо. Тоғылдай толғасам да жамбыл жырын жалғасам да қырғыз қазақ осылай кеп айтысайық андасам да намам ей қырғыз әніне салам ей тілімізде ділімізде ұқсас біздің түрімізде сүйе болып жүрейікші бірімізге намам ей тұрса дала тауын бөліп қырғыз қазақ бауыр болып қалады ей бауырым сені күшімдегім неліктен қайбат атқан қарамайды бой ай ғайбат айтқан оттой болып жаһанамда шоқтой болып жанады тату болып көршілермен құшақтайын келші бермен жауластырмақ жаушылардан елдестірмек елшілерден нанам ей сөзімнің төсін мәнін ей қырғыз қазақ егіз еді домбыра мен қомыз еді алатауды жаңғыртатын тарихымда егіз еді нанан ей
Tursa dala tauın bölüp Kırgız Kazak bağır bolup kaladı. Tursa dala tauın bölüp Kırgız Kazak bağır bolup kaladı. Kırgızlardın jorgası eken, Balgınbek Kazaklardın moldası eken. Ekevimiz biyiktikti söz ötöyük. Alatau Tiyanşan'ın жалғасы eken. Ala деген атау көп Kırgızlardan. Ağayın көңілі onu almaz eken. Ала Арша дейтұғын ұлттық парк, тамаша табиғаттың таңбасы екен. Ала Бұқа ауданы шалғайдағы, Қырғыздың алтын шыққан қамбасы екен. Ала Шапан Өзбектей өз ағамыз, ала көзбен қамбаға салмас екен. Ала Мудин ауданы іргедегі, Алмасбек ханның туған ордасы екен. Хан мен халық, қасқыр мен алабайдай бұдан соң ырылдасып қалмас екен. Алатаңнан еліме дұға қылдым, алақанын ешкімге жаймас екен. Тауым ала болса да жерің ала, ешқашан елім ала болмас екен. Aylanayım borum senin aytkan bir ganan ırın nananey Toğuldun urpakları buğa tova dev azırı kara dey Geçegin avay jambıldın urpağı oğuda emine olup para dey Men salgan oğun mağul koy oşol toğ toğuldun oğunu Toğulda yakındı toğuldun toyunda bir eskerip koy bul biz koysa koşanda jakşı bolup Altı gün osmanı, altı den dağlısı, yerlikten dastanı, yerime karşı, yeşilden gördüğüm dalgımız şahtı oy, namasam vermegen kazanım mıhtı oy. Menin gülüm,
по магазинам, шьет штаны, сыр, коньяк, колбасу, все вытаскивает. Я вытаскиваю, вот я на месте. Вая, столько в штаны Да? как-то. Да, да, я Как-то сейчас полицию вызовем. Что полиция, как ты Сейчас, не прошла? Вая, сколько у вас, оставьте это все. Сколько, вау. Ничего не Штаны осталось, с 50 колбасы закинули, что трусы. Это нам не нужно столько всего. Сейчас вызываем полицию. Вызывайте. Да, вызываем. Вызывайте. Я Как как так? Как Как? вы Вы хотели пройти, вы меня увидели и остановились. Я прошла? Столько колбасы, как так? Скажите, я прошла? Вы хотели пройти? Бля, ты что, весь магазин хотела своровать? Проходи. Смотри, и еще. Че, в штанах что еще? Женщин есть? Посмотрите. Бля, сколько сыров, сколько колбас, ты куда хотела так затаять уйти? Ну вот ты зверь, я тебе клянусь говорю. 20 колбасы, 50 сыров. Вы куда хотели это все? По чердаку надавать хорошенько. Как вы видели, как вы не надо? Как вы так Не надо меня снимать. Я вас снимаю, вот вам не стыдно? Вам не стыдно? Вам не стыдно, да? А? 40 штук колбасы, 30 штук сыров. Вам не стыдно, да, женщина? Кошмар. Я думал, она такая полная, как все колбаса из штанов. Айт кабыл болсун жигиттер. Родитель слона. Слониха! Неправильно, мама. Обзываться не надо, пожалуйста. Я даже первый начал ее обзывать. Прекратите, да что вы делаете? Вы что делаете? Служба безопасности, сюда быстро! Прекратите, да что вы делаете? Прекратите немедленно! Прекратите! Да вы что, совсем все с ума посходили? Да? Отойдите! Сядьте, пожалуйста! Да вы что делаете с детьми, я вас умоляю! Прекратите! Похоже, 90-е годы возвращаются. Хозяин бы так, видимо, не оставил машину. Оставлены болты, гайки.
все 4 колеса. Militse jiberiş bunda, militse patron jiber bunda. Thank you.